отличных характеристиках: 7-дюймовый емкостный дисплей с поддержкой мультитач, отдельный графический ускоритель, 4 гигабайта флеш-памяти, слот для карт microSD, процессор с тактовой частотой в 1 ГГц. Появление этого устройства – событие настолько незаурядное, что представить его публике решил один из руководителей компании, создавший тот самый процессор. MIPS Technologies, игрок на рынке полупроводников, не новый. Основанная в середине 80-х годов прошлого века, сегодня компания отгружает до 500 000 процессоров ежегодно. Продукты MIPS Technologies управляют Blu-ray-плеерами, телевизорами, авиационными приборами, сетевым оборудованием. И вот теперь дешевые и, главное, очень производительные чипы пришли на растущий рынок планшетов. Судя по этой видеозаписи, Nova 7 вполне успешно справляется со всеми обычными для современного планшета задачами, от игр, в которых показывает до полусотни кадров в секунду, до воспроизведения видео высокого разрешения. Причем как на экране самого устройства, так и на большом мониторе, к которому подключается через порт HDMI. Но самое большое преимущество процессоров MIPS на фоне конкурентов – энергоэффективность. Заявленное потребление планшета Nova 7 при полной загрузке процессора и видеоподсистемы всего четверть ватта. Это значит, что устройства на этой аппаратной платформе могут либо воспроизводить видео сутками, либо быть очень тонкими и легкими. Любопытно, что появление Nova 7 уже приветствовали в руководстве Google. Как было заявлено, разработчик операционной системы Android хотел бы увидеть еще и более мощные MIPS решения.